Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В якутском селе Тасагар Вилюйского района год празднования столетия СССР завершился открытием нового дома народного творчества. Это не единственный центр культуры, который отпраздновал свое новоселье в прошедшем году. Столетний год стал особенным для всех жителей региона. О главных итогах прошедшего года в сфере культуры расскажет Юрий Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Юрий Степанович, здравствуйте. Добрый день. Вот сколько новых объектов культуры появились в год празднования столетия государственности региона? Сегодня уже начало Нового года, и приятно считать то, что было в прошлом году, да, это уже как стало воспоминанием. Ровно 23 декабря, в пятницу, мы открыли вечером Дом культуры в Тасагаре. Это национальный проект «Культура». Здесь есть федеральные средства, наши региональные средства. Дизайн отличный, настроение у людей было эмоциональное. Лично я сам резал эту ленту в составе с директором клуба, с главой и теми людьми, которые являются сегодня составляющей этой внутренней праздника. Вот это праздничное настроение, это эмоции встречи Нового года, это и есть вот ушедший год культурного наследия. Тасагару в прошлом году, именно этому Дому культуры, исполнилось 100 лет. То есть мы отмечали в прошлом году столетний юбилей своей республики и открыли старинный, да, тоже, старейший, один из старейших домов культуры сельской местности Вилюйского района, Тасагарский дом культуры. И это была действительно радость людям. Мне было приятно, что вот национальный проект «Культура» несет людям вот такое восторженное настроение, радость, поскольку после всего того, что мы открыли, удивительно вот то вот как бы содружество, да, селян. Мы все сели за один большой стол, все, кто пришел в клуб. Это почти 250-300 человек. И как раньше в старину праздновали, всей деревней отпраздновали открытие и вот такое торжественное событие. Вот какие главные мероприятия состоялись в крупных городах региона, связанные со столетним юбилеем республики? Если так считать, давайте начнем от того, что мы синхронизировали события столетнего юбилея нашей республики и год культурного наследия в Российской Федерации. 5 марта мы открылись, прошли огромным шествием. Это был как бы столетие, да, и станцевали первой осохой. Мы в прошлом году осохой танцевали много раз. И 27 апреля одним из событий, вот здесь, открытие столетнего, когда отмечали столетний юбилей, это был круговой танец осохой. И я специально, да, вот как бы договаривался, обсуждал с руководством нашей республики, я Александр Сергеевич поддержал, вот тем мастерам, которые выводили осохой в столетие нашей республики, это уже историческое событие. Им всем вручены в этот день были, на следующий день столетние вот эти знаки, юбилейные знаки 100 лет. Это были 3 наших самых главных Ардархан этячи, потом были средние этячи и молодые этячи. Вот эти 9 человек, которые осохой выводили День республики, это вот люди, которые попали в столетнюю историю нашей республики. После этого и в течение всего ушедшего 2022 года было огромное количество событий, которых можно отметить открытие музея современной истории Якутии, столетний юбилей Якутии. Это урок истории, то надо говорить о том, что вот лучший урок истории можно делать в музее «Моя история». Третьяковская галерея в нашем художественном музее, огромное количество зрителей, 16 тысяч с лишним человек посетило. Перескочить Исэх Алонхо, Верхоневилюйский, это самый высокий уровень проведения мероприятий Исэх Алонхо до сегодняшнего момента. Издательская деятельность, которую мы выпустили, Нюргун Ботор стремительно, которые тоже подарили нашим библиотекам. Все, что делалось в прошлый год, это делается для последующих поколений, для нового столетия образования нашей республики. Российскому этнографическому музею мы от имени главы нашей республики Александра Сергеевича вручили костюм якутской женщины. Мы такой дар Российского этнографического музея делали в 1896 году Николаю II. И теперь вот получается следующий шаг. То есть мы есть, как я шутя называл, что мы акционеры, говорю, Российского этнографического музея в части экспонатов, которые предоставляем вообще в целом для богатства нашей Российской Федерации. И опера Нюргун Буатур, премьера состоялась в Якутске, надо говорить о том, что в Санкт-Петербурге на Мариинской сцене, в Большом театре, новой сцене, это явилось кульминацией года культурного наследия, столетия. Это был высокий показ уровня искусства, поскольку участвовал не только театр оперы и балета, это был общий коллектив театра оперы и балета, балетная труппа, хор, оркестр, плюс филармония нашей республики, плюс театр Аланхо, виртуозы Якутии там приняли участие. То есть мы, коллаборация большого коллектива, 300 человек, мы выезжали на дни Якутии в Москве и в Санкт-Петербурге. Прошли на высоком уровне, организационном, ответственном, содержательном. Точно о том, что в прошлом году Якутия отмечала 100 лет, я думаю, знают огромное количество людей и в Москве, и в Санкт-Петербурге. И это нам делает только радость и гордость за свою республику. И в Якутске премьеру оперы Нюргун Ботор встретили тоже очень хорошо, с большим аншлагом. Якутский зритель был очень доволен. Вот какая идея была вложена в новую постановку легендарной оперы Нюргун Ботор?
Постановку, общим художественным руководителем постановки является Андрей Савич Борисов. Мы все его знаем, любим, уважаем. Это наш мэтр сегодня в этой сфере культуры. И группа наших людей, которые вместе работала, художественная постановочная группа. Это Руслан Тараховский, Саха-театр, режиссер. Это Сардана Федотова, художник по костюмам. Это Миша Егоров, тоже Саха-театр. Вот это большая группа людей, которые сделали в целом. Был приглашен Константин Хватынец из театра Московской оперетты, Московской консерватории. Он дирижер, дирижировал тоже очень классно. Руслан Мурсикаев, который пишет партитуры в Большом театре, он написал новую партитуру на произведение, которое было в свое время, да, в 1947 году, тогда сложено Марком Жирковым. Мы умудрились тоже через Сергея Николаевича Винокурова привлечь людей, которые знали живого Марка Николаевича Жиркова из Вилюйского улуса. Да, Вилюйского улуса, во-первых, Сергей Николаевич, делегация Вилюйского улуса участвовал в Большом театре здесь. Они умудрились поставить Цыгый Кырынастыр в связи с 130-летним юбилеем со дня рождения Марка Жиркова. И вот его родственников, они живут в Москве, мы пригласили, и они сидели в Большом зале. Это было тоже вот как связь времен, которая делала успех в целом. Да? Но зрители восприняли его, во-первых, все понимали, что национальная опера — это сложное, что не каждый субъект поставит национальную оперу. Мы умудрились, поставили его в общей такой сценической масштабности, огромное количество костюмов, свежих костюмов, дорогих костюмов, красивых костюмов. Опера получилась такой жизнеутверждающей, красивой. И наши голоса хора Катерины Корякиной, Саши Емельянова, они звучали на сцене и Большого, и Мариинского театра исключительно, которые аплодировали все зрители. Ну, а вообще овации, я сам лично участвовал, смотрел эти две премьеры, длились не менее 40 минут. Ну, действительно большой успех. Ну, а какими значимыми премьерами отметились другие театры Якутии? Год же прошел, вот когда считаешь, надо начинать опять отсчет вот такой по памяти восстанавливать. Столетний юбилей, но мы на самом деле на сцене Саха-театра начали с спектакля, который Сережа Потап поставил «Маракчан и Чаттара». Да, если кто ходил, или, может, уже забыли. В Русском театре мы поставили «Арапа царя Петра Первого». Если проскочить, то театр эстрады, как наш учитель, тоже поставил служебный роман, который с успехом прошел по всем гастролям нашей республики. Кстати, театр эстрады больше всех и собрал этих, как называется, не только аплодисментов, но и денег за свои постановки. Нюрбинский театр, они поставили два спектакля, которые имеют отношение к столетию нашей республики. Это про Степана Васильева. Мы его показали в открытии. Мы же открыли новый театр, это есть явление тоже столетнего юбилея. Плюс про Максима Амосова они премьеру поставили в Саха-театре. И когда открывался вот музей в Хатырике Намского района, то есть встроенный в столетний юбилей, показали все наши театры. И вот те постановки, которые я назвал, они вот как и в памяти остались, и больше там то есть каждый театр сегодня может гордиться тем, что-то новое поставили, сделали. Сергей Потапов еще умудрился Саха-театр поставить «Лес» спектакль по Островскому на федеральный грант. То есть постановки были у нас в театрах во всех, и в целом они все успешные оказались. А вот какие региональные театральные коллективы посетили наш регион? Если вот говорят, прошедший год, да, столетнего юбилея или год культурного наследия, для Якутии, я бы сказал, был театральный. Нам приезжал Большой театр, наверное, не все уже помнят, забыли. А год назад у нас и Гергиев был с Мариинским театром. То это, все это в связке. Мы не один год отмечали столетие. В прошлом году к нам приезжал Большой театр из Владивостока. Он так и называется, Большой драматический Владивостокский имени Горького. Ефим Звенянский своей группой здесь неделю сидели. Залы были полные, все билеты проданы, Русский театр. В прошлом году в поле золота у нас провели фестиваль, который называется «Золото», да, «Золотой сезон». Наши все региональные театры участвовали. Приехали еще ряд других театров, которые показывали нам новые спектакли. Ну, а Александриинский театр, Национальный федеральный театр. Во время конгресса, первого конгресса национальных театров Российской Федерации, он подсказал «Женитьбу». Такой спектакль, кстати, я еще не видел у нас на сценах Якутии, чтобы спектакль шел и актеры играли на коньках. То есть Саха-театр, сцена была превращена в каток, и актеры играли на коньках вот эту «Женитьбу». Я думаю, что вообще великолепные спектакли, все, которые здесь у нас были, они были ценны. К нам приезжал, Элиста приезжала, если не помните, недавно, это уже «Я Будда», «Свадьба» по-калмыцки. Ну, так если перечислять, так получается, и к нам приезжало огромное количество. И мы ездили туда, и Саха-театр, и театр танца, и театр оперы балета, балетная труппа отдельно. В прошлом году в связи с столетним юбилеем нашей республики Росконцерт, это руководитель Андрей Малышев, они реально нас поддержали. Министерство культуры огромную поддержку оказало министерству. И по решению оргкомитета, который Юрий Петрович Трутнев в свое время утвердил, мы получили
достаточно огромное количество федеральных денег. Мы получили деньги на проведение фестиваля «Музыка для всех». Вот на гастроли наша опера «Нюргун-Ботра» без федеральных денег мы не смогли бы поехать. То есть это 41 миллион федеральных денег были положены именно на проведение наших мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге. Вот эти все постановки, многие из них, которые выиграны на основе гранта президента Российской Федерации. Ну вот вроде бы итоги прошлого года подвели, о театральной жизни рассказали. Вот, Юрий Степанович, может быть, что-то о новом сезоне? Какие примеры будут в этом году? Какие-то громкие, буквально несколько можете назвать? Конечно, Новый год — это всегда новые надежды, новые решения и новые реалии Нового года. Мы как бы всегда смотрим оптимистично вперед, и мы собираемся, во всяком случае, юбилей Островского не пройти мимо. Русский театр обязательно выйдет с новой премьерой, и я думаю, что правительство республики поддержит обязательно, чтобы эта новая премьера была поставлена. Саха академический театр обязательно, я согласен, что они подготовят новую тему. Театр оперы и балета, возможно, не будет. Это оперная постановка. Уже обсуждали во время премьеры с руководством республики. И именно чтобы уклон мы делали на поддержку труппы балета. У нас балет высокую оценку похвал получил и на дягилевских сезонах в Санкт-Петербурге. И, возможно, это будет, есть такая давнишняя мечта, им поставить благословенные узоры по мотивам Сергея Зверева, да, постановки, сделать балетную постановку, якутскую национальную постановку. Если мы сделаем, это тоже будет огромное достижение и новый успех. Я думаю, что в стороне не останутся и Мирнинский наш театр, и Нюрнбергский театр, которые всегда ищут что-то новое, и обязательно новые постановки там появятся. Сегодня не буду загадывать и не буду говорить о тех постановках, которые бы зрителю сегодня я анонсировал бы, чтобы они уже сдали. Но в скором времени обязательно все это появится. И вот к нам в этом году обещала приехать наш министр Ольга Борисовна Любимова в первом квартале этого года, то значит к этому событию Якутия уже будет пестреть уже как бы ожиданиями афиш новых постановок наших театров. Ну что ж, Юрий Степанович, будем с нетерпением ждать новых премьер. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам успешной работы в новом году. Спасибо. А я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.